Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Накануне 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда в Сосногорске памятными медалями наградили участников тех страшных событий. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Первая – организационная. В администрации района прошло заседание рабочей группы по реализации федеральной программы. Помощь предпринимателям. На какой вид поддержки могут рассчитывать те, кто решил открыть свое дело? Пушкин – наше все. Дошколята исполнили любимые всеми сказки российского классика. 27 января в календаре – памятная дата воинской славы России. День полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими захватчиками. В этот день вся страна вспоминает подвиг тех, кто отстоял город, и тех, кто погиб в кольце блокады. В 2019 году учрежден памятный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его планируют вручить почти 100 тысячам граждан из числа лиц, награжденных медалью за оборону Ленинграда и знаком жителю блокадного Ленинграда, проживающих как в Санкт-Петербурге, так и за его пределами. В Сосногорском районе таких осталось двое. Это Галина Докутович и Валентин Ручкин. Сегодня они были награждены памятным знаком. От правительства Санкт-Петербурга вручаем вот эту вот медаль в честь 75-летия освобождения Ленинграда. Примите искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, да, спасибо. Долгих лет жизни. Ну, уже и так хватит. Ну, это еще пожить. Это еще не предел. Это не предел, пожить-то еще надо. Спасибо вам большое за все ваши заслуги. Всего вам хорошего. Спасибо огромное. Спасибо вам. Напомним, блокада длилась почти 900 дней, а подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну. Заслужил глубокое уважение и признательность государств антигитлеровской коалиции. Вчера в администрации района состоялось первое заседание рабочей группы по реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Участники круглого стола обсудили основные задачи и этапы программы, а также обозначили фронт работы на ближайшие месяцы. На заседании побывал и наш корреспондент Павел Дурников. Это не протокольное собрание, а начало большой и важной работы, подчеркнул глава района, открывая встречу. Сергей Дегтяренко также отметил, что положительный результат реализации программы в прошлом году – заслуга каждого жителя Сосногорска. В прошлом году мы успешно обустроили 2 общественные территории. Это наш сквер Победы в Сосногорске, и в поселке Нижний Одесс появилась еще одна детская площадка. Работа не закончена, у нас есть возможность и дальше благоустраивать Сосногорск, причем опираясь на мнение всех его жителей. За круглым столом представители городских общественных организаций, депутатских корпусов и активные жители. Основная задача каждого – на первом этапе максимально широко и доступно провести информационную кампанию и собрать предложения граждан о тех общественных территориях, которым можно дать вторую жизнь с помощью федеральной программы. Мы просим вас рассказать своим знакомым, близким, в общественных группах провести встречи. Мы готовы на них приехать, чтобы люди активно принимали участие по вынесению своих предложений по благоустройству общественных территорий. Предложение принимается с 22 января по 10 февраля. Заявку можно оставить онлайн на странице «Сосногорский район» официально ВКонтакте или через городские пункты приема заявок. А вот уже 13 февраля рабочая группа сформирует из числа поступивших заявок перечень, который будет выставлен на голосование. То есть это буквально 3-4 территории из всего того большого количества поступивших предложений от граждан, жителей города. То есть мы с вами выберем наиболее реальные к исполнению, наиболее важные, интересные. В социальных сетях ряд жителей уже предлагает преобразовать так называемый в народе сквер учителей, это в 6-м микрорайоне, в сквер влюбленных, мотивируя тем, что рядом ЗАГС. Или небольшой парк с гномами в ЖД-части. Кто-то и вовсе предлагает обратить внимание на тротуары. И это только начало. Глава района обратил внимание, что если у жителей города есть не только идеи, но и готовые проекты в виде эскизов, то их тоже готовы рассмотреть. О том, что шанс есть у каждого, высказались и участники рабочей группы. Я думаю, что
это шанс для любого жителя нашего района воплотить какие-то свои мечты по улучшению жизни в городе, по благоустройству его территории, воплотить какие-то замыслы, в плане у кого детки есть, кто-то спортом занимается, у кого-то еще какие-то идеи. Вот думаю, что как раз вот эта программа поможет сделать нашу жизнь в городе уютнее, комфортнее, лучше. Здорово, что администрация не берет на себя только эту ответственность. Администрация хочет и желает и готова слушать людей. Хочу обратиться, наверное, к всему населению Сосногорского района, проявить всю свою фантазию и подумать действительно, как вам хочется жить, что вы хотите увидеть в нашем Сосногорском районе. Напомним, в следующий раз группа соберется уже в середине февраля и отберет перечень территорий, которые могут быть благоустроены, но окончательное решение будет принято по результатам голосования. Оно пройдет онлайн и в городских пунктах приема. Победившая территория будет благоустроена уже в этом году, занявшая второе место в следующем. Павел Дорников, Вести Тимана, Сосногорск. Какую финансовую поддержку могут получить субъекты малого предпринимательства на территории Сосногорского района? Этот вопрос стал темой прямой линии, которая прошла в общественной приемной главы Коми в рамках единого информационного дня. О чем спрашивали будущие предприниматели, узнал наш корреспондент. На сегодняшний день в Сосногорском районе существует 3 типа поддержки. Это уплата процентов по договорам лизинга, возврат до 50% от стоимости приобретенного оборудования, а также предоставление в аренду муниципальных помещений на льготных условиях. Но получить поддержку предприниматель может только в том случае, если его вид деятельности попадает под определенные условия. Ограничения по видам деятельности есть в соответствии с 209 федеральным законом. Но практически каждый вид подходит. Исключение составляет только оптовая розничная торговля, подакцизные товары и драгоценные металлы. Одна из дозвонившихся на прямую линию рассказала, что хочет открыть небольшую швейную мастерскую и планирует купить дополнительное оборудование. Руководитель отдела экономики пояснила, на какую форму поддержки может рассчитывать будущий предприниматель. Легкая промышленность. Этот вид деятельности финансируется. Поддержку вы можете получить в рамках нашей подпрограммы «Поддержка малого и среднего бизнеса» по следующим направлениям. Это приобретение оборудования до 50%. Сначала вы регистрируетесь как субъект предпринимательства. Потом можете подойти к нам для того, чтобы мы вас правильно проконсультировали, как приобрести оборудование, какие документы сохранить и что нам предоставить и в какие сроки. По словам Светланы Рубцовой, самая распространенная ошибка начинающих – это когда сначала покупается оборудование и только потом происходит регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае поддержку они получить не могут, так как она рассчитана только на предпринимателей, тогда как оборудование, получается, закуплено физическим лицом. Павел Дорников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе 14-й городской детский сад принимал гостей со всего района. Поводом для этого стал муниципальный конкурс юных чтецов, посвященный величайшему русскому поэту. Елена Двожик о любви к классике и артистизме. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнуто негой взор, навстречу северной авроры, звездой севера явись. Более 2 десятков мальчишек и девчонок приняли участие в ежегодном, уже 6-м по счету муниципальном конкурсе чтецов. Тема конкурса «Для всех одна». Он посвящен 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и направлен на совершенствование художественно-речевых, исполнительских навыков детей и приобщение детей вообще к словесному искусству. К конкурсу ребята готовились основательно. Выучили большие отрывки из любимых произведений Пушкина и представили их на суд не только зрителей, но и компетентного жюри. Здравствуй, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милей, всех румян и белей. Чтобы образы были ярче и лучше запомнились, каждый участник постарался дополнить его костюмом и реквизитом. Ограничением здесь была только собственная фантазия. Но главным все-таки было слово. Ну скажи, как можно ей быть во всем меня милей? Признавайся, всех я краше, а води все царство наше. Вот весь мир неровный, нет, так ли? Жюри было непросто. Им надо было не только оценить каждое выступление, но и выбрать лучших. А номера были порой не по-детски артистичны. Ты волна моя,
волна, ты бурливая и больна. Плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь. Топишь берег земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выпей за сусу. Сегодня у нас принимают вообще воспитанники из 20 дошкольных образовательных организаций, всего 24 ребенка. Это в том числе воспитанники села Керки, Устюхта, Пожни, Вайвожа и 3 детских сада Нижнеодских. По итогам конкурса жюри присудило 2 третьих места. Их обладателями стали Андреева Софья из 9-го детского сада и Гвоздиков Клим, детский сад номер 8. На 2-м месте Воробьева Дарья из Нижнеудовского детского сада номер 3. Обладателем же 1-го места стала Деревягина Ева, детский сад номер 14. Но без поощрений не остался никто. Все участники получили памятные дипломы и сладкие призы. Елена Двожак, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. А вот сосногорские футболисты в эти дни принимают участие в первенстве Северо-Запада по мини-футболу. Игры проходят в Санкт-Петербурге. Наша команда, усиленная игроками Ухты, выступает в младшей группе. Это ребята 5-6 годов рождения. В течение соревновательных дней им уже удалось обыграть местные команды. Не обошлось и без проигрыша. Команда уступила Североморску. Но, несмотря на это, Сосногорск все же смог пройти в четвертьфинальную стадию. Заключительные встречи пройдут уже завтра, 26 января. Добавим, на этих играх команды разыгрывают путевки на финальный турнир первенства России. В завершении выпуска о погоде. По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные будут морозные. В условиях малооблачной погоды столбик термометра по ночам будет опускаться до минус 28-33 градусов. В северных и центральных районах до минус 40. В дневные часы будет теплее, в среднем на 5-7 градусов. Синоптики отмечают, что сильные морозы задержатся в республике ненадолго. Уже в воскресенье днем, начиная с юго-западных районов, погода начнет меняться. Здесь на фоне низких температур усилится ветер, что заметно понизит комфортность погоды и только добавит ощущение холода. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных!